Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что совсем скоро с вами случится? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Совсем скоро я беру срок 2 недели. Вы можете загадать свой собственный срок. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно, очень интересно. Вы как судья будете выступать. Смотрите, 2 человека борются, выясняют отношения, создают друг другу проблемы. Прям какая-то даже агрессия чувствуется. Да, не на шутку люди разошлись. Вы стоите между этими людьми и выносите свое решение. Эти 2 персонажа, они вас слушают, они к вам прислушиваются. Вы для них авторитет. То есть вам по судьбе совсем скоро примирить, либо остановить конфликт 2 людей. Да, вот прям запретить, сказать, все, никто не ругается. Либо так, остановились, выдохнули, давайте будем разбираться. Кто прав, кто виноват, да, люди примирятся, потому что вас слушают, вам верят. Знаете, как на вас смотрят с надеждой. Только вам по силу примирить этих людей, либо поставить точку в конфликте этих 2 людей. Вы как прям Фемида выступаете. Как Фемида. Даже если вы сами в себя не верите, либо думаете, ой, кто-то меня слышит, кто-то меня слушает, вы ошибаетесь. Вы действительно ошибаетесь. Вы очень мудрый человек. И ваш авторитет, он какой-то прям, знаете, непоколебимый на самом-то деле. То, что вы себя недооцениваете, это один момент. А то, как вас другие видят, это любо-дорого. Я вам серьезно говорю. Вы, хоть и маленькая скромная женщина, но силище в вас заложено просто нереальное. Вот. Разрешите вы ситуацию, да, поставите точку в конфликте. Поставите, точно поставите. Так, еще момент. У кого-то может отыграться ситуация, что человека вами любимого, близкого и родного, ждут какие-то мытарства, да, либо какие-то плохие люди, вот как будто бы принимают этого человека, да, начинают там угнетать, обижать, что-то, какую-то волю свою навязывать. И вы будете заступаться за этого человека. Возможно, будете обращаться в органы правоохранительные, да, Фемида, это же у нас закон. Вот, туда будете обращаться. Вы знаете, такого шороху наведете. Там всем будет мало места. Вы хоть и действительно маленькая скромная женщина, но если трогать ваших дорогих и любимых людей, я не завидую тем людям, кто решится перейти вам дорогу. Я это вижу. Я вижу, что вы вот эту 5, которую обрушили на вашего близкого, либо втянули вашего близкого человека в 5, в конфликт, в ссоры, в страх, в ужас, в предательство, вы ее перекинете на тех, кто обижает вашего человека любимого. Заступитесь. Сила у вас невероятная. Просто вы не позволяете своей силе выходить наружу. Хотя вы ее чувствуете. Да, в последнее время очень даже чувствуете. Возможно, вас это немножечко пугает, но поверьте, это ваша сильная сторона. Сильная. Долго вы держать под замком ее не сможете, она все равно прорвется. Для себя вы крайне мало используете свою силу, но
Если кто-то хотя бы косо посмотрит на вашего родного, близкого человека, ну, прости, прощай, да, мало не покажется. Так, идем дальше. Здесь какая-то романтика вышла. Романтика. Ухаживание, романтика, какие-то предложения, скандальные предложения. Боже мой. Здесь какой-то человек, мужчина, да, если смотрит меня женщина, то это мужчина. Если смотрит мужчина, просто переворачивайте на себя. За вами вот начинает ухаживать человек. Причем человек как будто бы помешался на вас. Для этого человека нет слова «нет», либо он его не воспринимает. То есть вы говорите «нет, не хочу». Человек говорит «ага, все понял». И тут же начинает вам что-то предлагать, там подарки, цветы, не знаю, там конфеты, тащит вас там в дорогущий ресторан, что-то вам покупает. Ну, ведет себя действительно как влюбленный и немножко помешавшийся на вас. Назойливое такое внимание идет, утомляющее, кстати, да. В какой-то момент прям скажете, ну достал. Боже мой, что происходит? Ты меня реально достал. Я из-за тебя из дома не могу выйти. Я вынуждена отключать звук на своем смартфоне. Ну что ж ты делаешь, да? Отстань от меня. Вот. А он прям нет, не унимается. Ну что вы хотели? Человек долго терпел. Эти чувства накопились, и теперь человек, как говорит, моя последняя надежда, да, мой последний шанс, я не могу его упустить. И человек вот прям пробивается к вам, несмотря на ваши, например, запреты, либо ваши нежелания, ну, будет брать измором, девочки. Мужчины то же самое, поверьте, так иногда бывает. Влюбленную женщину невозможно остановить. Да. Мы, женщины, такие, если мы влюбляемся, ну, мы целиком и полностью себя отдаем своему любимому человеку. Не пугайтесь этого, это нормально. Это нормально. Ну, не хотите вы принимать эту любовь. Ну, так не раньте вы человека, не надо ранить. Надо просто отнестись с терпением, с тактом. Просто поговорить надо. Может быть, с первого раза человек вас не услышит, но поверьте, со второго, с третьего у вас получится. Не надо ставить блоки. Переводите все на дружбу. Поверьте, этот человек вам еще пригодится. Мужчины, женщины, еще раз говорю, переводите в дружбу. В дружбу перевести возможно, да? Всегда ведь можно сказать, а мне нужно больше времени, чтобы узнать тебя, чтобы присмотреться к тебе. Давай пока будем дружить. И человек, конечно же, согласится. Потом уже, я думаю, вы найдете выход из этой ситуации. Тем более я не вижу чего-то плохого. Я не вижу, чтобы человек там создал вам какие-то проблемы. Ну, кроме назойливости, конечно, да, чтобы человек был каким-то триггером. Нет, этого я не вижу. Наоборот, я вижу пользу, выгоду, помощь вижу, добрые руки вижу. Да? То есть человек готов помогать, делать, вкладываться. Смотрите, для этого человека самое желанное – это ваше счастье. Вот когда вы счастливы, когда вы улыбаетесь, когда у вас все хорошо. Идет именно так. Не раздраконить вас, а наоборот, увидеть вашу улыбку. Такая цель, такая мечта. Да, закрутит вас тут водоворот событий любовной лихорадки. Но если вам этот человек нравился, я вас поздравляю, у вас прекрасная пара сложится. Да, человек очень требовательный в отношениях в плане внимания. То есть человеку будет мало, вас будет мало. Мало того внимания, которое вы уделяете, будет хотеться больше. Человек, вот, прям, знаете, как прилипнет к вам и за вами прям по пятам. Да, вот так, за руку, под руку, да, и по пятам за вами ходит. Вот, немножко будет раздражать. Ну, это любовь, да, каждый по-своему выражает свои чувства. В любом случае, это очень хорошее событие. Вот как ни крути, это хорошее событие. Для тех, кто в паре, в браке, если вы окажетесь в этой ситуации, поверьте, это очень сильно повысит вашу самооценку. Очень сильно. Вы в себя поверите. Вы поверите, что вы молодая, прекрасная, что вас можно любить. Не то, что можно, нужно любить. Вот. Может быть, вы там себя уже на пенсию списали. На самом деле, видите, как мужчинка влюбился и проходу не дает, и комплиментами засыпет.
и сердце вам свое подарит. Хорошо, это приятно. Это очень приятно, кому-то прям очень нужны эти слова признания в любви, даже если вы не готовы принимать эту любовь. Самооценка 100% повысится. Так, идем дальше. У кого есть дети? Дети, возраст. Ну, это школьники и старше. Дети, которые пробуют самостоятельную жизнь. У ваших детей пойдут результаты, очень хорошие результаты. Если ребенок в школе учится, будут хорошие отметки, может быть, какую-то даже награду отправят на олимпиаду, либо будет брать участие в каком-то конкурсе. Ребенок занимается спортом, замечательные достижения в спорте. Да, опять же, могут быть и соревнования, и всякие сборы. И отборы могут быть, да, отборы там в какие-то команды, либо учебные спортивные учреждения. Я вижу, что вы будете очень гордиться, я вижу, что вы получите очень много теплых положительных слов, вас будут поздравлять, вас будут благодарить за то, что ваш ребенок вот такой замечательный и талантливый. Мои хорошие, это все прекрасно, но помните о сглазе и о самосглазе. Эти вещи, они ужасные, они способны разрушить любой результат. Не ленитесь, пожалуйста, не ленитесь. Я уже много раз говорила, и не только на этом канале, и на других каналах говорила. Обычная маленькая булавочка. Булавочка. Просто приколите к одежде с обратной стороны, головкой вверх. Отличная защита, ничего говорить не надо, ничего больше делать не надо. Просто взяли булавочку, головкой вверх, с обратной стороны, с изнанки одежды, прикололи, и все замечательно. Могут погладить, и даже вы можете погладить своего ребенка. Да, знаю, что звучит ужасно, но так иногда бывает. Вот, поэтому, мои хорошие, берегите своих детей, и от окружающих, и даже от себя. Вот. Когда хвалите, сплевывайте обязательно. Да? Сплевывайте. Ну, это может показаться смешным, но поверьте, это очень хорошо работает, эффективно защищает. Вот. То же самое, там, в семье вы будете сидеть среди родственников, обсуждать, да, каких результатов добился ваш ребенок. И все будут там нахваливать, вы так прям всем скажите, чтобы по столу постучали по деревянному и обязательно сплюнули. Вот. Прям заставляйте, настаивайте. Вот. Ну и, конечно, пусть булавочками ваш ребенок ходит. Маленькие булавочки, прикололи и все. Хорошая защита идет. Так, идем дальше. Какое-то лечение. Лечение либо обучение. Я вот не могу понять. А может быть, это обучение, как вылечиться? Здесь какой-то человек немножко как сумасшедший, либо такой, знаете, фанатичный человек. Он фанат своего дела. Фанат. Не могу сказать, что доктор, хотя шапочка на голове есть. Может быть, это какой-то целитель. Может быть, это человек путем проб и ошибок, да, на собственном опыте добился результата, добился успеха, теперь он других обучает. Может быть, действительно это специалист, доктор, который разработал какую-то свою уникальную методику. Но этот человек действительно лечит. Он действительно помогает. И у него идет потрясающий результат. Но это не 100 из 100, ну, по крайней мере, 90 из 100 точно у него бывает. И я вижу, что вы либо уже записаны к этому человеку, либо вы попадете к этому человеку. Знаете, это лучшее событие за последнее время. Ведь там вам действительно помогут, там действительно будет результат для себя, для своих близких, неважно, но результат будет стопроцентный. Ну, скажем так, первый разговор, первое знакомство немножко такое сбитое, смятое идет. Вам может показаться, что человек не в себе, что человек немножечко нездоров, да, в плане психики, но это не так. Пожалуйста, потерпите, подождите, попробуйте рекомендации, вы увидите, что все это работает. У вас как будто бы вот сменяется такое пренебрежение на любовь к этому человеку, на признание этого человека, его талантов. Такой сумасшедший профессор, сумасшедший доктор.
Опять же говорю, это может быть и целитель. Вот. Но это не важно, не суть. Суть в том, что вам сначала не понравится, потом вы увидите результаты, и вы поймете, что этот человечек действительно просветленный, он гуру, он мастер того дела, каким он занимается. Результат очень хороший будет. Если вы кого-то будете лечить, но здесь вот прям совсем как-то быстро человек пойдет на поправку. Если говорим про вас, у вас могут быть не такие прям быстрые результаты, вы просто не до конца будете верить. Может быть, не все будете выполнять либо соблюдать. Как поймете, что это работает, тогда уже вплотную всем займетесь, будете четко следовать инструкции, и результат действительно вас порадует. Да, иногда так бывает. Сумасшедшие ученые, профессора, целители. Внешность, она ведь обманчива, понимаете? Это действительно так. Не судите по внешности, судите по результатам, по делам, по эффективности судите. Так, идем дальше. Но здесь у кого-то беременность вышла. Беременность. Ваша беременность, либо беременность кого-то из ваших близких. Почему-то идут переживания за эту беременность. Вместо радости вы испытываете тревожность и страх. Я не могу сказать, какая причина этой тревожности и страха, ведь это общая отсыпка, но лично мне это непонятно, и мне это не нравится. Мне не нравится ваше состояние, причем это состояние продлится даже какой-то срок, там, может быть, несколько дней, даже, может быть, несколько недель. Значит, мои хорошие, конечно, это ваше дело, это ваша жизнь, и решать только вам. Я хочу, чтобы вы знали, что этот ребеночек, он послан свыше для того, чтобы вам дать возможность поменять вашу жизнь. Либо положение в вашей жизни, либо состояние. Не могу вам по этой цыпке сказать, как это будет, но благодаря тому, что вы забеременели, ваша жизнь очень круто поменяется. А потом, когда родите, там уже не остановить, там очень хорошие события будут происходить. То же самое, если эта беременность не ваша, например, беременность вашей дочери, либо, не знаю, будущей невестки, там, сестры. Это хорошее событие. Хорошее, но почему-то тревожное. Каждая беременность — это благодать, это радость. Относитесь к этой беременности именно в таком ключе. Именно в таком. Ребенок несет очень хорошие позитивные перемены в жизни. Позитивные. Это не какая-то тяжелое, не тяжелое испытание, наоборот. Наоборот, это возможность всю жизнь поменять к лучшему. Так, идем дальше. Кто-то из вас окажется в таком месте, где будет ваш бывший мужчина, бывший, муж бывший, либо бывший жених, может быть, сожитель ваш бывший. Мужчина, скорее всего, будет пьяненький. Но если смотрят меня мужчины, то женщина ваша бывшая. И здесь могут быть, как говорят, пьяные слезы. Да? Человек может плакаться, человек может вам что-то рассказать, какую-то тайну открыть, ответить на какой-то ваш вопрос, который вас мучил. Вас разговор с этим человеком, он поразит, вот прям в самое сердце поразит. Но кто-то действительно получит ответы, а кто-то наконец-таки поймет истинную причину, почему вы расстались. Этот разговор, он несет облегчение для вас. Вот именно облегчение. Вот вопрос ушел, голова очистилась, вы для себя понимаете, что же произошло между нами, почему так именно все это произошло. Вот как будто бы в этом разговоре, да, либо после этого разговора вы с этим человеком действительно наконец-таки попрощаетесь. Попрощаетесь, и не будет уже там мысли, а вдруг, а если бы, да, это все уйдет. То, что вам мешало, уйдет. Вот. И кто у меня был без пары, кто долго не мог найти свою вторую половинку, вас, кстати, очень держали эти вопросы, то есть вот этот ваш бывший заякорил вас.
После этого разговора все эти якоря, они отпадут. Вы легкость почувствуете. Вот действительно легкость и желание. Желание жить, любить и наслаждаться жизнью. Вот. Поэтому не избегайте таких разговоров, если уже так случилось, что вы вместе оказались в одном месте, и человек начинает вам что-то рассказывать, в чем-то признаваться, просто выслушайте и не думайте, что это бредни пьяного. Там будет очень много фактов, там будет очень много правды. Правды, которая либо скрывалась, либо не договаривалась. Ну, в общем, разберетесь. Однозначно разберетесь. Так. Здесь у меня какой-то человек в форме. Форма именно идет. Может быть, полиция, военный. Ну, кто еще в форме ходит? Там железнодорожники ходят в форме. Но это не униформа, это именно форма, там, где вот идет цвет, там всякие эти знаки, да, там погоны, да, что, как это правильно называется. С правой стороны человек вышел, с правой, я не знаю, то ли вернется этот человек, то ли какое-то хорошее событие связано с этим человеком. Вернется, приедет, может быть, это ваш родственник, вы что-то хорошее узнаете. Я вижу, что радость будет. Вот человек в форме, либо из-за человека, кто носит форму, идет радость. Радость, веселье. Ну вот как крылышки даже у кого-то появляются. Очень хорошее настроение идет. То есть этот человек, он как причина радости. Кстати, не только для вас, но еще для каких-то людей. Да, что-то доброе идет, связано с этим человеком. Так, рыбки. Много маленьких рыбок. Они везде плавают. Они и в правой стороне плавают, и в левой стороне плавают. Но это циркуляция денег. Денежки будут как приходить, так и уходить. На ближайшее время я не вижу у вас каких-то серьезных прям сумм денег. Но я вижу, что деньги будут на постоянной основе приходить. Да, вы будете делать траты, у кого-то есть там обязательства, да, счета, кредиты, опять же там закупка продуктов, да, покупка каких-то новых вещей. Это все будет. Циркуляция денег, она есть, она не нарушена, и это замечательно. То, что деньги прям большие, как вы хотите, не приходят в жизнь, но это временный момент. Это действительно временный момент. Токи свободны, ручейки открыты. Всему свое время, мои хорошие, всему свое время. Деньги есть, это уже хорошо, даже если они и небольшие. Вот. Призывать вас больше работать я не буду, либо экономить тоже я не буду. Живите здесь и сейчас. У вас, вот смотрите, как в первоочередном идет эмоциональная ваша проблема. Кто-то очень эмоционально загружен, кто-то наоборот закрыт. Вот. Разберитесь со своими эмоциями, наведите порядок в своих мыслях, в своих ощущениях и в своей личной жизни. А деньги, они придут, они обязательно придут. Тем более, смотрите, как у вас интересно. У вас как по нарастающей идет. Сейчас рыбки мелкие туда-сюда плавают. Там мелкие доходы, мелкие расходы. А в будущем я у вас вижу, что река денежная, она как будто бы расширяется. Ну, соответственно, и рыбки больших размеров будут приплывать в вашу жизнь. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.